В нашей странной России можно делать все, что угодно. Федор Михайлович Достоевский. Это программа «Якутия Лайф. Человек». Меня зовут Ирина Ефимова. И сегодня у меня необычный гость Питер Кларк, американец, который решил стать русским. А точнее, мы в гостях у него и его супруги. Hello, Питер. Hello. Здрасте, Катя. Питер, вы на протяжении всей своей жизни бывали в очень многих странах, во многих странах жили. Почему, по несколько лет, почему вы выбрали именно Россию? Все из-за красивой женщины, сидящей рядом со мной. Это главная причина, по которой я выбрал Россию. Мы встретились, я влюбился, и вот я здесь. Расскажите нам, пожалуйста, историю вашего знакомства. How are you met? Мы познакомились онлайн в популярной тогда в 2003 году сети под названием ICQ. Это была одна из первых онлайн-платформ для общения. Однажды вечером мне пришло сообщение «Привет». Это была Катя. Мы начали общаться и позже, наконец, встретились на Кипре. Как-то все случилось само собой. Потом я приехал в Россию, чтобы увидеть ее во второй раз. Когда я приехал в Якутск в первый раз, я сказал Кате, я мог бы жить здесь. Я чувствовал себя здесь очень комфортно. Первое наше общение в ICQ было абсолютно случайным. Я никого не искал. Она просто случайно захотела с кем-то поболтать и нашла меня. В то время я жил в маленьком городке Хадсон в штате Висконсин. А как тогда насчет разницы во времени? Не мешала ли она вам общаться? Я думаю, что для тебя все разговоры в чате были в дневное время, ну а для меня ночью и вечером. Ну, вначале это даже не было романом, это было... Я даже не видел ее, она не прислала мне свою фотографию. Я не знал, как она выглядит. Я вообще ничего не знал о ней. Хотелось просто общаться. Мы только начали общаться. Она сказала, что у нее есть экономическое образование. И я, конечно, сказал ей, что я химик. Мы разговаривали на разные темы. Она несколько раз была в США, так что у нее тоже был опыт международного общения. Я жил, не знаю во скольких, я был, наверное, в более чем 50 странах, работая или занимаясь бизнесом. Так что у меня также был большой международный опыт. Я не был в России до того, как впервые приехал в Россию, чтобы увидеть Катю во второй раз. Первая встреча состоялась на Кипре, и это был действительно забавный случай. Мы разговаривали несколько месяцев в онлайн-чате, и я действительно каждый день с нетерпением ждал возможности поговорить с ней. Мы разговаривали каждый день, а Катя собиралась в отпуск куда-нибудь на море. Но в последнюю минуту ее подруга передумала, сообщив, что не может поехать, и она не знает, что делать. А я как раз в этот момент потерял работу, я был свободен. У меня было много свободного времени, и поэтому я сказал ей, ну, не хочешь ли ты где-нибудь встретиться? И она ответила, да, хорошо, мне не нужна виза, чтобы поехать на Кипр, и тебе тоже не нужна виза. Так что давай встретимся на Кипре. Так мы встретились на Кипре. Ну, мы были вместе, мы провели вместе на Кипре 4 или 5 дней. Это было недолго, потому что никогда заранее не знаешь, что произойдет. Я не знал, понравлюсь ли я ей в реальной жизни. Она не знала, понравится ли она мне. Но так получилось, что нам очень понравилось общение с друг другом. И мне этого оказалось недостаточно, и я думаю, что Кате тоже. Поэтому мы приступили к планированию нашей второй встречи, которая состоялась уже в России. Это милая, романтичная история, но она довольно обычная по нашим временам. Необычно то, что вы выбрали для жизни Россию, почему не Америку, не другую страну? На такое решение влияет много факторов. И я был готов жить в США или в России, или где угодно. Были определенные страны, в которых бы я не хотел жить. Не скажу, какие именно, но я там был и жить бы там не хотел. Катя, какие у тебя были причины? Ты не говорила, где бы ты хотела жить. Но ее родители были здесь. И я думаю, что это была одной из важных причин, чтобы остаться в России. Но я не знаю. А что вы думали, что вы знали о России, когда жили еще в Штатах? Я впервые столкнулся с Советским Союзом, когда был очень юным. Мне было почти 5 лет, когда был запущен спутник. И в тот момент все выбежали на улицу, мы смотрели на небо, потому что он должен был прилететь, кажется, в 9 часов вечера или около того. Мы все были на улице и ждали, когда пролетит спутник. Таким образом, я впервые услышал о Советском Союзе. А вскоре после этого все очень боялись, что на нас сбросят атомные бомбы. А президент Кеннеди в то время хотел, чтобы все американцы строили в своих домах бомбу
бомбоубежище или убежище от радиоактивного заражения в рамках гражданской обороны. И я знаю, что мои родители даже пересмотрели несколько вариантов моделей бомбоубежищ и задумались построить для нашей семьи. Так что в то время существовал очень большой страх, что начнется ядерная война. Забавный период. Но мы этого не сделали. Родители не построили бомбоубежище. Фактически, вскоре после этого мы переехали в Швейцарию. Мое второе знакомство с Советским Союзом произошло следующим образом. У меня был друг в школе в Швейцарии, и летом с классом он поехал в Москву. Я тоже очень хотел поехать, но родители сказали: нет, ни за что ты не поедешь в Советский Союз. Типа не ужасная, пугающая страна? Ну, я не помню, чтобы они говорили «уродливая страна». А мой друг поехал, а когда вернулся, рассказал мне о своих впечатлениях о Москве. Он был в восторге. Ему очень понравилось. И с ним произошла очень забавная история. Все догадались, что в гостиничных номерах наверняка есть подслушивающее устройство. И ребята захотели это проверить. Находясь в номере, они пожаловались на завтрак. А на следующее утро то, о чем они говорили, вдруг появилось на завтрак. Они хотели хлопья на завтрак. И после того, как об этом упомянули ребята, кто-то это услышал, и хлопья появились на завтрак. Это была забавная история, и я ее помню. Питер, можете вспомнить свою первую поездку в Россию? Конечно, я помню свой первый визит в Россию. Перед своей поездкой в Россию я не знал, что мне предстоит испытать и чего ожидать. Хотя я прочитал достаточно статей и информации про Россию и обо всем, что с ней связано. Одно впечатление, которое меня действительно поразило, когда я впервые прилетел в Москву, это огромное количество автомобилей. Это было для меня большим сюрпризом. Я, конечно, знал, что Москва большой город, и я знал, что у вас есть автомобили, но я понятия не имел, какие длинные московские пробки. Я имею в виду, когда ты застреваешь в московской пробке. Это впечатляет. Это было большой неожиданностью. Мне очень понравилось метро, мне очень понравилась Москва. Это очень современный город, и даже тогда, в мой первый приезд, он показался мне довольно современным. Что вас больше всего привлекает в Якутске? В Якутске? Вы имеете в виду, помимо одной красивой женщины, моей свекрови и тому подобного? На самом деле, я как-то читал лекцию в школе будущих дипломатов здесь, в Якутске, и я сделал это сравнение. Якутск очень похож на мой родной город, Пиория, штат Иллинойс. Оба города располагаются на реках, оба примерно одинакового размера. На самом деле, население в Якутске даже немного больше. Я думаю, что население Якутска составляет почти 300 тысяч человек или около того, а население Пиории максимум 250 тысяч человек. Ну, почти такое же. И на лекции для юных дипломатов я показывал спутниковые снимки Якутска и Пиории, расположив их на одном слайде. И сказал, кто может сказать мне, что это за города. Ребята задумались, потому что на самом деле города между собой очень похожи. Они узнали, что один из них Якутск, но не могли угадать второй город. Я сказал им, что это Пиория, штат Иллинойс. И единственная большая разница была в том, что у нас есть мосты через реку Иллинойс, которая является достаточно широкой рекой. Ширина, наверное, такая же, как у Лены. Но у нас построено много мостов через реку. Холодная война, вы ее хорошо помните? Как вы думаете, когда это закончилось? Или не закончилось? Ну, холодная война, по крайней мере, первая. Наверное, некоторые скажут, что у нас сейчас уже другая. Но первая закончилась, когда, конечно, распался Советский Союз. Кстати, мои родители в свое время приезжали в Россию. Я не знаю, было ли это незадолго до распада Советского Союза, может быть, в конце 80-х или, может быть, в начале 90-х. Я точно не помню, когда они на самом деле были. Но у них был тур по России, так что я слышал об их поездке. Они совершили речной круиз по Волге, и им он очень понравился. Были очень впечатлены Россией, хотя в то время был дефицит во всем. Но поездка им понравилась. И все американцы были рады распаду Советского Союза? Ну, конечно, некоторые были, но я особо не радовался. Ну, как я уже сказал, правительство и многие представители СМИ, конечно, они были очень рады распаду Советского Союза. И они были очень довольны тем, что выиграли холодную войну, чего, я думаю, они не сделали. Я не думаю, что США действительно были причиной распада Советского Союза. Я в это не верю. Но такого ощущения, что чудесно Советский Союз развалился, у меня никогда не было. Единственный плюс, конечно, когда он рухнул,
рухнул, был в том, что потом было намного легче приезжать в Россию. Раньше было сложнее. А что вы думаете о сегодняшней ситуации? То, что сегодня происходит в мире? О России, о Украине, роль США? Начну с того, что я не очень доволен моей страной, США. И я недоволен уже давно, еще со времен войны во Вьетнаме. Меня не устраивала политика Соединенных Штатов, и я был очень недоволен в 2001 году, когда произошла атака на Всемирный торговый центр. Потому что это сделали Соединенные Штаты. Они хотят обвинить в этом кого-то другого, но нет, это было инсценированное нападение на Соединенные Штаты. И я могу объяснить, почему я так думаю и откуда я это знаю. Но все должны знать, что это было преднамеренное нападение Соединенных Штатов на Соединенные Штаты. А почему вы так думаете? Всего упало 3 башни. Люди этого не осознают, потому что видели по телевизору только 2 самолета, врезавшихся в 2 башни. И эти 2 башни рухнули. Но была и 3-я башня, которая тоже рухнула, и в нее не попали самолеты. Так почему она рухнула? Что ж, это история, которую стоит рассказать. А что было в той 3-й башне, которая упала? Офисы ЦРУ и офисы ФБР. Они там размещались. И BBC на самом деле была там, вела прямую трансляцию и объявила, что она рухнула примерно за час до того, как упала на самом деле. И ни у кого не было причин думать, что она упадет. Так мы узнали, что это было спланировано. И это произошло из-за взрыва. А 2 башни, в которые попали самолеты, я не верю, что они рухнули из-за того, что в них попали самолеты. Они также рухнули, потому что там была заложена взрывчатка. Мы даже знаем или почти уверены, кто подключил провода к 2 башням, которые рухнули у всех на глазах. Мы знаем, кто это сделал, потому что они были в башне. И это были взрывотехники. И работали на Моссад. Администрация Буша еще до прихода к власти спланировала это. Они хотели отправиться в Ирак и закончить свое дело. Буш-младший хотел закончить дело, которое Буш-старший не сделал с Саддамом Хусейном. Он хотел прийти и уничтожить Саддама Хусейна. Но он знал, что американский народ не примет эту войну, если не будет фразы и меморандума, в котором будет говориться, что если не будет ситуация, как в Перл-Харбор. Таким образом, они создали ситуацию Перл-Харбора, и это была атака 11 сентября 2001 года. Аль-Каида — это изобретение ЦРУ. Мы знаем это. ИГИЛ также было изобретением ЦРУ. Они их финансировали, поставляли им, использовали их. А что вы думаете о России и Украине сейчас, о конфликте, который сейчас идет? Я думаю, что у Владимира Путина не было другого выбора, кроме как сделать то, что он сделал. Я думаю, что он приложил все усилия, чтобы разрешить эту ситуацию на Украине дипломатическим путем. Война шла с 2014 года, очевидно, когда ЦРУ совершила переворот на Майдане. Причем делали это не тайно, а открыто. Виктория Нуланд очень гордо заявила, сколько миллиардов долларов они потратили на организацию майданного переворота. Мы знаем, что США стоит за переворотом на Майдане. Это уже было частью их плана, в котором неконсерваторы работали над тем, чтобы приблизить НАТО к границам России. Но Россия всегда была мишенью и остается мишенью. И именно США поставляли оружие, которое Украина использовала для постоянных нападений на 2 отколовшихся республики Донбасса. И это продолжалось 8 лет. Никому не было дела до мирных жителей Донбасса. Они поднимают большой шум о том, как Россия убивает мирных жителей. Но реальность такова, что Россия избегает, насколько это было возможно, жертв среди гражданского населения. У России не было выбора. Они должны были идти и бороться с этим. У Путина не было выбора. Это должно было случиться вне зависимости от того, хотел он этого или нет. США очень ясно заявили обо всем. Все, что вам нужно сделать, это слушать, что они говорят. Да, они финансировали это. Они подтолкнули к этому. Владимир Путин представил США и НАТО все возможности, и Украине все возможности, чтобы избежать этой спецоперации. А вы считаете Зеленского самостоятельной фигурой? Нет, он марионетка, он актер. Ему дают сценарий, он читает сценарий. Американская марионетка. Он американская марионетка. И британская марионетка. Иногда очень трудно понять, когда за этим стоят американцы, а когда британцы, потому что британцы такие же сумасшедшие, как и американцы, а может быть и больше.
Ну что ж, теперь вы гражданин России. Почему вы решили стать гражданином России? Да, у меня был вид на жительство, который я продлевал каждые 5 лет. И я так понимаю, сейчас, в моем возрасте, может быть, мне и не пришлось бы его продлевать. Я мог бы просто получить постоянный вид на жительство. Но я подумал, было два фактора. Первый, в России приняли новый закон, позволяющий иметь двойное гражданство. До его принятия мне пришлось бы отказаться от американского гражданства. Так что я все еще гражданин США. То есть двойное гражданство. У меня двойное гражданство, США и российское. До принятия этого закона я не хотел становиться гражданином России, потому что не был уверен, если Соединенные Штаты разрешат мне въезд в страну. И у меня есть 2 сына, 5 внуков, и теперь у меня есть 1 правнук, и я хочу их навещать иногда. А они живут в Штатах? Они все в США, так что потеря моего американского гражданства и права на поездку в Соединенные Штаты не была для меня вариантом. Но как только стало возможным получить двойное гражданство, я сразу решил стать гражданином России. И теперь, когда возник этот конфликт, я очень счастлив, что стал гражданином России. Потому что теперь я не думаю, что Россия сможет меня выгнать. Я гражданин России, я могу остаться. Какие самые популярные стереотипы о России вам доводилось слышать в Америке, в других странах? Достаточно посмотреть голливудские фильмы, чтобы узнать стереотипы, которые, как мне кажется, в основном не соответствуют действительности. По крайней мере, на моем опыте. Однажды я был в Милане, в Италии, и случайно в баре разговорился с одним бизнесменом. У него был бизнес в то время с Советским Союзом, он продавал трубы. И он мне сказал, что он действительно ценил ведение бизнеса с Советским Союзом. Это то, что если вы заключаете контракт, то вы можете быть уверены, что вам заплатят. Если вы выполняете свою часть контракта, они всегда, без исключения, будут выполнять свою часть контракта. Он сказал, что нельзя всегда доверять другим странам, как можно доверять Советскому Союзу. Это произвело на меня впечатление. Если они напишут это на бумаге и подпишутся своим именем, то все гарантировано. Питер, а чем вы здесь занимаетесь? На что живете? Я на пенсии, у нас с Катей есть Bed and Breakfast Bravo. Мы были первыми, кто открыл в Якутске такой вид размещения гостей. И на самом деле одной из причин открытия нашего бизнеса заключалась в том, что в 2012 году, когда мы только начинали, в Якутске нигде не было возможности позавтракать. Это было невероятно. Вы могли бы остановиться даже в Полярной Звезде или Тагандархане, и там не было завтрака. И мы сказали: хорошо, мы можем предложить людям возможность иметь хороший комфортабельный номер с хорошей кроватью и завтраком. И это сработало. Ну, наш завтрак меняется каждый день. Мы предлагаем гостям 3 горячих блюда, плюс у нас есть несколько холодных блюд. Также мюсли и кукурузные хлопья, также сосиски, ну и так далее. Вы готовите? Да, я люблю готовить, но я не готовлю в Браво. Я готовлю только дома. Какие-нибудь якутские блюда готовите? Сам. Он придумал мясо по-якутски, у него свой рецепт. Ой, расскажите. За этим стоит забавная история. Моя свекровь, когда готовила мясо, то всегда в основном отварное. По сути, это был бы суп с переваренным отварным мясом. Может быть, кусок говядины или жеребятины, но в любом случае никогда точно не знал, из какой части животного он был вырезан. И обычно он был очень жестким, потому что был переварен. И поэтому я придумал так называемое блюдо «мясо по-якутски». А я беру очень тонкие ломтики, обычно говядины. Чурапчинское мясо, и я готовлю его в сложном маринаде. Там есть апельсиновый сок, соевый соус, вино. Красное или белое вино? Я использую оба. Вкус блюда получается немного разным в зависимости от того, какое вино используется, красное или белое вино. Обычно это вино, оставшееся с предыдущего вечера. Лук, грибы.
and onions and usually mushrooms. Иногда имбирь, даже кофе иногда использую. Кофе? Coffee. Кофе. И тушу я очень медленно, не доводя до кипения, на плите. И мясо будет супер нежным, и в нем будут все эти вкусы. И мы его называем... We call it мясо по-якутски. О, я почувствовала, что проголодалась. Очень вкусно. Значит, вы любите готовить. Я думаю, что у вас очень много книг о кулинарии. У вас вообще очень много книг, целая библиотека. Да, по профессии я химик. Я, кстати, предлагал университету свою идею провести некоторые исследования в местном университете. Да, здесь, в СВФУ. Я встречался с людьми на химическом факультете. Потом случился ковид, и ничего не получилось. Я не становлюсь моложе, поэтому, если мы не сделаем это в ближайшее время, я не знаю, смогу ли я вообще заниматься этим дальше. Но у меня есть исследовательский интерес, потому что я, по крайней мере, в свое время был одним из ведущих экспертов в мире технологий, называемой электронапылением. Это способ нанесения окрашивания. Ну, это чем-то похоже на гальванику, но это органическое покрытие. А когда-то около трети всех автомобилей мира использовали мое изобретение. Так что я проделал большую работу в этой конкретной области. И есть все еще много вещей, которые мы не понимаем, как они работают. И я думаю, что после столь долгой работы в этой области я, наконец, узнал самые важные вопросы. И мне бы очень хотелось получить ответы на эти вопросы. Но я не знаю, получу ли я их когда-либо. Питер, а как доктор наук, что вы думаете об уровне нашего университета? В США есть учебные и исследовательские университеты. Я думаю, что СВФУ — это определенно хороший учебный университет, где основное внимание сфокусировано на учебном процессе. Оснащение лабораторий достаточно хорошее. Здесь есть все, что вам может понадобиться для учебного университета. Так что в целом мое впечатление довольно хорошее. У них также есть инновационный центр, где они делают макромолекулы. И, к сожалению, одна из преподавателей, которые там работают, была Сардана Слепцова, на которую напали этой зимой собаки, и она умерла. А в этой лаборатории, я думаю, очень много сложного и интересного оборудования. В нем, правда, не хватает нескольких вещей, которые бы сделали его полезным. Во-первых, они не могут там синтезировать полимеры. Если вы изучаете полимеры и макромолекулы, мне, например, этого сильно не хватало. А там также есть оборудование, которое, я думаю, просто невероятное, что оно у них есть. Первый раз в жизни я увидел сканирующий туннельный микроскоп именно здесь, в Якутске. Я никогда раньше его не видел. У меня никогда не было доступа к такому оборудованию. Я лишь слышал о нем. Не знаю, как этот микроскоп используется в этом центре. Они проводят какие-то демонстрации, но удивительно, что у вас здесь, в Якутске, он есть. Это передовая технология. Есть действительно хорошее оборудование, ультрасовременное оборудование. Я думаю, что мне было бы интересно как-то поучаствовать и поработать с ними. И они даже не должны были бы платить мне, потому что я не заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги. Я бы сделал это, потому что я ученый, и мне интересны знания. И я был бы рад поработать с некоторыми студентами и, возможно, помочь им приобрести знания в области полимеров. Я думаю, это может сработать. Возможно, что язык может быть проблемой. А можно ли сказать, что вы нашли здесь, в Якутии, свое место для жизни? Здесь мой дом. Кстати, я сделал ремонт своими руками. Не весь, но этот стол сделал местный мастер. Ну да, это мой дом. Я здесь, наверное, умру. Что думали ваши американские родственники и друзья о том, что вы переезжаете в Россию? Даже не знаю. Сейчас я особо не общаюсь с моими братьями и сестрой. Я не думаю, что это связано с моим приездом в Россию. После того, как моя мама умерла, мы как-то отдалились. С двумя сыновьями общаюсь, с внуками общаюсь. Мой один внук приезжал ко мне в Россию, и ему очень понравилось, и он хотел бы приехать снова. Мы сказали ему: хорошо, приезжай еще раз. Но он сейчас учится в университете, поэтому я не знаю.
Моя внучка также сказала, что хочет приехать, но ее отец пока не разрешает. Так что я не знаю, приедет ли она когда-нибудь. Ну, когда она вырастет, если сама захочет приехать, то, возможно, посетит нас. Yeah, I'm in contact with them. Да, я на связи с ними. Мы все еще можем связаться. Сегодня с современными технологиями With это modern легко. technology, it's easy. And what do you think? А как вы думаете, смогут ли когда-нибудь отношения наших двух стран стать теплыми? Your countries can be more warm and good. Я хочу. У меня сложилось впечатление, что люди, которые контролируют глубинное государство, которые на самом деле управляют властью в правительстве прямо сейчас, я не думаю, что с ними можно что-то сделать. Мне кажется, они хотят уничтожить мир. И я надеюсь, что у них не получится. Они хотели этого конфликта с Россией. Кажется, сейчас они хотят начать конфликты с Китаем. Я думаю, что они добьются успеха. Я не уверен, когда, но я думаю, что это произойдет, вероятно, в течение следующего года, если не раньше. Это может произойти в любой момент. Так что с этими людьми будет очень трудно. Но я не думаю, что обычные американцы в целом испытывают такое чувство. Все американцы, которых я знаю, кто хоть как-то контактировал с Россией, им нравятся русские, им нравится Россия. Мы знаем многих американцев, которые были в России и получили замечательный опыт. У нас, конечно, много наших русских друзей, которые бывали и в США, и никогда не было никаких проблем в Соединенных Штатах. У нас со всеми были хорошие отношения. А как сейчас? Теперь это... Да, но это из-за правительства. Это не исходит от людей. Да, правительство, медийные люди мейнстрима, да, это люди антироссийские. Я на самом деле не знаю, почему. У меня есть некоторые теории о том, почему, но я не совсем понимаю, почему. Им нужен этот конфликт. И Россия ничего не может с этим поделать. К сожалению, если вы посмотрите на мир, что там есть? В Евросоюзе 27 стран. Есть Великобритания, есть США, есть Канада, есть Австралия, есть Новая Зеландия. Эти страны прямо сейчас настроены против России, а также против Китая по какой-то причине. Есть идея, что США хотят доминировать над всем миром и властвовать над всеми. И я думаю, что это неправильно. Но это то, что я понимаю, и это так есть. Они хотят быть мировым гегемоном. Они хотят империю. Я думаю, что эта империя рушится в данный момент. И не думаю, что у них получится. И я думаю, что у нас будет многополярный мир. И у России будет свой полюс. И я думаю, у Китая будет свой полюс. И США ничего не смогут с этим поделать. Но я не думаю, что они примут это. Я боюсь, что они могут продолжить эскалацию конфликта. И все мы знаем, что если мы попадем в глобальную мировую войну, и если начнется применение ядерного оружия, то в такой войне никто не выиграет. Мы все умрем. И будет так стыдно разрушить этот прекрасный мир, в котором мы живем. И я очень расстроен этим. И я очень боюсь этого. Но есть определенные люди, которые явно хотят, чтобы это произошло. И я не понимаю, почему. There are certain people that apparently want to have that happen, and I don't understand why. Вы читаете американские, британские медиа об этом конфликте. Действительно, они все полны антирусской пропаганды? And is this all Russian hate propaganda? Yes, it is. Да, так и есть. Частью этого управляют религиозные люди. Я думаю, что есть люди, которые хотят, чтобы наступил конец света, о котором написано в Библии. Также в еврейской религии, а также в мусульманской, исламской религии. И есть такие люди, которые, я думаю, хотят, чтобы он наступил, потому что они думают, что они будут избранными, которые будут спасены, а остальные из нас просто отправятся в ад или что-то в этом роде. А что вы думаете о тех компаниях, о тех брендах, которые присоединились к санкциям и покинули Россию? Санкции. Я думаю, они совершают огромную ошибку. Им не обязательно быть в России, если они этого не хотят, но Россия — это огромный рынок. И я думаю, что компании, западные компании, которые уходят с российского рынка, у них, возможно, не будет шанса снова вернуться. И есть несколько западных компаний, которые сказали, что мы будем продолжать работать на российском рынке, по крайней мере, пока. И я думаю, что эти компании будут оценены по достоинству, и они, вероятно, будут работать очень хорошо.
это давление со стороны правительства США. Когда Запад сказал, что собирается ввести такие финансовые санкции, каких еще никто не видел, и они доказали, что могут это сделать. Россия сегодня является самой санкционной страной в истории. Никто никогда не вводил санкции против какой-либо страны так, как это сделал Запад в отношении России. У России больше санкций, чем у Ирана, однозначно. Но я думаю, что мы с этим справимся. Россия в конечном итоге станет сильнее благодаря этому. Думаю, Россия готовилась к этому дню. Правительство Владимира Путина понимало, что этот день наступит. Я думаю, что они сделали все возможное, чтобы пережить эти санкции. Они сделали несколько больших ошибок. Они оставили много денег в американских банках, и эти деньги будут украдены. А может быть, уже украдены правительством США. И Россия никогда больше не увидит этих денег. Но это самая большая ошибка, которая, я думаю, была допущена до сих пор. Вы верите в Россию? Я в целом да. Идеальна ли Россия? Нет. Считаю ли я, что российское правительство совершает ошибки? Да. Я думаю, что сегодня они совершают ряд ошибок, и это сдерживает Россию. И на самом деле это усложняет задачу для России. Центральный банк, скажем так, я думаю, Набиуллина, это ее имя, я правильно сказал? Я думаю, что она не тот человек, который должен возглавлять Центральный банк России. И я не думаю, что она принимает фундаментально верные решения. На мой взгляд, нужно было понизить ключевую ставку, чтобы у малого и среднего бизнеса был доступ к капиталу для развития отраслей, которые заменят все эти товары, которые Запад больше не собирается поставлять. Но вместо этого она тут же подняла ее до 20%. Недавно, правда, ставку понизили. Может быть, ее снизят до 10%, но не было причин так резко ее поднимать, и инфляция ускорится. Но в случае с Россией это будет временно. Самое главное, российские предприниматели, а русские очень предприимчивые, дать им возможность для бизнеса, а не убивать сразу. Российские предприниматели очень изобретательны и сами могут производить товары, привозить их, предлагать услуги взамен того, что поставлялось с Запада. Буквально все. Русские очень талантливы и могут это сделать. Единственная моя критика в адрес российского правительства заключается в том, что оно хочет держать все под жестким контролем, не давая людям шанса на процветание. А я уже давно говорю, что Россия сдерживает людей. И мы видим это в нашем маленьком бизнесе. Как вы знаете, мы открыли свой Bed and Breakfast, потому тогда, в 2012 году, мы видели, какой был выбор для приезжих и гостей города. Какой был выбор? Было несколько довольно больших отелей, Полярная звезда, Тагин-Дархан, Лена, Стерх. Дорогой, не очень высокого качества сервис на тот момент с одной стороны. И с другой стороны, для людей с ограниченным бюджетом были места очень низкого качества. Ну, я имею в виду абсолютно ужасные. И почти ничего посередине. И мы начали свое дело и показали, что можно создать хорошее место, где у людей будут хорошие номера, хорошая кровать, чистота и завтрак по разумной цене. Одна из причин, по которой мы можем сделать это по разумной цене, заключается в том, что мы располагаемся в жилом доме. Нам постоянно угрожают законопроектами, которые не позволят нашему бизнесу работать в жилых помещениях. И если они примут такие законы, они лишат нас бизнеса. Но это так типично для России. Они говорят, с одной стороны, малый и средний бизнес, пожалуйста, работайте. И как только люди начинают что-то делать и добиваться какого-то успеха, они принимают законы и убивают их. Так часто бывает в России, и это большая проблема. Я не против конкурировать с государственными отелями в городе. Не знаю, наверное, Тагин-Дархан до сих пор финансируется государством. Раньше была Полярная звезда. Я не против конкурировать с ними. Мы можем работать лучше. Нет проблем. Я счастлив соревноваться с ними. Но у них есть преимущество, с которым мы никогда не сможем конкурировать. И одно из них заключается в том, что государство их не закроет. Спасибо вам большое за интервью. Удачи вашему бизнесу, удачи вашей семье. Ну, надеюсь, я не сказал ничего такого, что могло бы доставить вам неприятности. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.